Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Власти Якутии выделят каждому участнику Великой Отечественной войны к юбилею Победы единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также главой республики Айсеном Николаевым было принято решение выплатить детям войны единовременную выплату к юбилею Победы. Это делается впервые. Кроме того, вдовам погибших участников, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей выделят по 30 тысяч рублей. Вдовы умерших участников получат по 20 тысяч рублей, ветераны тыла по 10 тысяч рублей и дети войны по 3 тысячи рублей. Всего на территории региона проживает 81 участник Великой Отечественной войны, почти 5 тысяч ветеранов тыла, около 700 вдов, 27 блокадников и 12 тысяч детей войны. Бесплатное питание всех школьников с 1 по 4 классы в Якутии обойдется в 500 миллионов рублей. Количество всех учеников начальных классов в регионе составляет свыше 60 тысяч детей. Изначально на эти цели было предусмотрено около 100 миллионов рублей. В данный момент рассматривается вопрос о выделении из федерального бюджета свыше 390 миллионов рублей дополнительно. Напомним, что обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России предложил президент страны в своем послании Федеральному собранию. Якутия в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» введет в эксплуатацию более 200 километров автомобильных дорог. Из них свыше 183 километров по региональным автодорогам и более 22 километров по городу Якутску. Власти региона уже заключили первые контракты по объектам на выполнение работ. В 2022 году в Нерюнгри построят современный терминал и реконструируют взлетно-посадочную полосу в аэропорту. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Подрядчиком объекта выступает компания «Стройдорсервис». Сегодня уже ведутся работы по очистке от снега площадок, под складирование материалов, прокладке временных кабелей к вахтовому поселку. Аэропорт Нерюнгри находится в 8 километрах от поселка Чульман. Он признан самым южным авиаузлом Якутии. Основными клиентами аэропорта являются авиакомпании «Аврора», «Якутия», «Газпром Авиа», «Ирайра», «Нордстар» и «Сибирь». Главгосэкспертиза России вынесла положительное заключение по проекту строительства первой очереди горно-обогатительного комбината на Нежданинском месторождении в Якутии. Проект предусматривает отработку запасов месторождения открытым способом в границах первой рудной зоны и переработку руды на обогатительной фабрике по гравитационно-флотационной технологии. Перерабатывающая мощность фабрики составит 1,5 миллиона тонн руды в год. Вот предприятие в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2021 года, а выход на полную проектную мощность ожидается во 2-м квартале 2022 года. Проектную документацию разработал Полиметалл Инжиниринг. Застройщиком является Южно-Верхоянская горнодобывающая компания. Отмечу, что обе компании входят в состав Полиметалл. Росатом планирует добыть в Якутии первую партию золота. Еще в прошлом году урановый холдинг госкорпорации «Атомредмедзолото» приступил к добыче драгметалла в регионе. О каком месторождении идет речь, в компании не уточнили, однако добавили, что добыча золота исторически не новый проект для Росатома. Ранее отечественная атомная отрасль добывала более половины всего золота в СССР. Контрактметалл Якутии в прошлом году изготовил бриллиантов на 3 миллиона 170 тысяч долларов США. Это на 21% меньше показателей 2018 года. Снижение объемов вызвано сокращением спроса на бриллианты как внутри страны, так и за пределами. Кроме того, в прошлом году предприятие через собственную ювелирную сеть реализовало ювелирную продукцию на сумму свыше 197 миллионов рублей, что с учетом оптовой реализации превысило плановые показатели на 116%. В этом году предприятие планирует произвести бриллиантов на 3 миллиона 200 тысяч долларов США с ростом на 1%, что обусловлено конъюнктурой международного рынка бриллиантов. Якутская топливно-энергетическая компания добыла 1 миллиард 800 миллионов кубических метров газа в 2019 году, что более чем на 10,5% больше, чем годом ранее. Объемы добычи сопутствующего газового конденсата также выросли на 7% и составили свыше 126,5 тысяч тонн.
Как отметили в ЕТЭК, данные результаты соответствуют плановым показателям компании. В текущем году ЕТЭК планирует снизить объемы газодобычи и направить почти 2 миллиона рублей на геологическое изучение своих лицензионных площадей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.